24 февраля средний взвешенный курс таджикского сомони к доллару США составит 10,88 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,14 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 11,54 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет $1 США от 10,8809 до 10,93 сомони, 1 евро от 11,5435 до 11,75 сомони и 1 российский рубль от 0,1455 до 0,1485 сомони. Котировки фьючерсов на нефть ВТИ выросли в ходе азиатской сессии в пятницу. На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть ВТИ с поставкой в апреле торгуются по цене $75.86 за баррель. Фьючерс на нефть Brent с поставкой в апреле вырос на 0,21%, достигнув отметки $82.70 за баррель. Цены на золото упали до почти двухмесячного минимума и составили $1823.16 за тройскую унцию. Сокращение числа первичных заявок на пособие по безработице в США говорит в пользу дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системы, сообщает об этом агентство Reuters. В течение 2022 года в Сагдийскую область было ввезено 31 439 автомобилей на сумму $125,1 миллион. Об этом сообщил первый заместитель начальника областного таможенного управления по Сагдийской области Анвар Акилов. По его словам, это на 11 300 единиц или на $49 миллионов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда в область везли более 20 тысяч авто на сумму $76 миллионов. Акилов сообщил, что машины в СОГ возили в основном из стран Европы, Китая, Грузии, России, Кореи и Узбекистана, а год выпуска большинства из них выше 2005 года. Есть только одно ограничение – запрещен ввоз автомобилей, выпущенных до 2005 года, потому что правила таковы, и мы не разрешаем их ввоз в рамках требований закона, сказал Анвар Акилов. Напомним, что на основании решения правительства Таджикистана с 2018 года ввоз в страну автомобилей, выпущенных до 2005 года, запрещен. Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил 23 февраля предоставление гранта в размере $50 миллионов для реализации проекта, направленного на улучшение качества преподавания и обучения в системе среднего образования Таджикистана. Безвозмездная помощь будет выделена за счет средств Международной ассоциации развития. Несмотря на то, что доступ к общему среднему образованию в Таджикистане высок и охват в 2019 году составил 96,6%, качество обучения остается низким, говорится в пресс-релизе организации. Постоянный представитель Всемирного банка Узам Симимли считает, что образование является важной инвестицией в человеческий капитал и связано с более высокой заработной платой и ростом ВВП. Европейский Союз и Таджикистан 23 февраля в Душанбе начали переговоры по разработке новой всеобъемлющей основы для укрепления двухсторонних отношений. Переговоры по расширенному соглашению о партнерстве и сотрудничестве с Таджикистаном представляют собой важную веху отношений ЕС со страной. Цель – расширение взаимодействия в области политики, торговли, экономики, а также управления, верховенства закона и прав человека. Обсуждение начато главным переговорщиком, директором Европейской службы внешних связей по России, Восточному партнерству Центральной Азии и ОБСЕ Люком Девин и заместителем министра иностранных дел Таджикистана Шарафом Шерали-Зода. Будущее соглашение заменит действующий с 2010 года документ. В ходе официального старта переговоров стороны согласовали следующие шаги переговорного процесса. Ожидается, что первый пленарный раунд переговоров по обсуждению конкретных предложений по тексту соглашения состоится в Душанбе весной 2023 года. Управление экологии и туризма МВД Таджикистана и турфирма Dior Travel совместно открыли в Душанбе туристический информационный центр. Как утверждают создатели задуманного, в нем иностранные туристы, приезжающие в республику, будут получать не только исчерпывающую информацию о Таджикистане, ее культуре и истории, но и получат комплекс услуг по обслуживанию. Главная задача – показать Таджикистан привлекательным для туристов, говорит руководитель турфирмы Dior Travel Умедшох Саидов.
А раньше туристам приходилось самим искать, где купить сим-карту, переночевать, ознакомиться с маршрутами, найти транспорт. Теперь же все это можно узнать и получить в одном месте. По его словам, в будущем планируется расширение сферы услуг и открытие новых пунктов обслуживания туристов по всей республике. В Таджикистане в настоящее время реализуется специальная программа развития туризма. Председатель Комитета по развитию туризма Республики Камалидин Муминзода ранее назвал 7 основных задач туристической сферы до 2027 года. Это создание туристической инфраструктуры в соответствии с мировыми стандартами, подготовка квалифицированных кадров, улучшение качества предоставления туристических услуг и расширение их перечня, повышение статуса страны в международных рейтингах, формирование национального бренда, сказал он. Особое внимание, по его словам, уделяется развитию лечебного, экологического и альпинистского туризма.